Ой, извините, залип. Очень красиво просто. Здравствуйте, мы находимся в городе Нур-Султан. Зачем мы сюда приехали? Здесь проходит национальная премия в области туризма, так сказать, National Tourism Awards Present Perfect Continuum Tense. Здесь собрались лучшие профессионалы нашей страны узнать, кто в этом году более профессионал. Но я, к сожалению, в этой теме вообще не шарю, но любопытство не дает покоя, поэтому поехали узнавать. В эту сторону, в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону, в эту сторону. Сегодня соревнуются в номинациях «Лучший отель категории 5 звезд», «Лучший отель категории 4 звезды», «Лучший отель категории 3 звезды». Ну, на монтаже получится, как будто я сам, да, все это сказал? Что сегодня происходит? Расскажите. Нас позвали сюда как номинантов, потому что наша компания, возможно, выиграет как лучший продвигатель туризма. Возможно, вы слышали про Блокфест? Это такое мероприятие, которое провел мой брат. Он лично связывался со всеми блогерами, вайнерами, тех же Сека, Мисанов. И все ребята к нам приезжали, все были довольны Боровым. Но... я слышал про это. Вы в какой номинации сегодня тягаетесь? Лучший объект по продвижению туризма. И как шансы свои оцениваете? Не знаю, 50 на 50, наверное. Но в первую очередь хочу это выиграть для своего брата, потому что это все его работы, но он не смог по своим причинам приехать. Думаю, он будет рад. Вот это настоящая братская любовь. Вот человек больше переживает не за победу, а то, чтобы порадовать брата, правильно? Ну, можно сказать, да. Так. Вот это круто. Почему все говорят о том, что в Турцию слетать отдохнуть дешевле, чем поехать в Боровом отдохнуть? Мне кажется, просто кто-то не был в Боровом, но побывал в Турции, подумал, да, там все дешево. В Боровом даже не бывал, но зато умеет оценивать все это. Ну, вы слышали об этом, что так говорят? Да, безусловно. Ну, давайте в камеру скажем. Ребята, если вы не были в Боровом и говорите о том, что там дорого, в лице этих ребят мы можем сказать, что... Это все, это ложь, да. Вы сначала съездите, оцените это все, потом уже делайте объективные оценки. Все, ребят, вам удачи. Если вы сегодня победите, я буду вместе с вами радоваться за вашего брата и за вас. Ребята, привет, а у вас что за такой классный прикид? Скаутское движение. Что такое скаутское движение в Казахстане? Лично по моему опыту большинства людей скауты ассоциируются прежде всего как некие выживальщики, туристы, там, скалолазы. В действительности же это образовательное движение для развития у подрастающего поколения навыков для будущей жизни. То есть в том числе это и развитие творческих навыков, навыков коммуникации, навыков лидерства. То есть для того, чтобы наши молодые граждане были достойными членами своего общества, были разносторонне развиты и добивались успеха в жизни. То есть вот это все больше стереотип, что всегда говорят скаут, ассоциации какой-то, природа, лес, оказывается, это везде можно применять прям. Да, естественно, скаут успешен не только на природе, он, в принципе, должен быть успешен в жизни. Я сейчас думал, вы скажете и в постели. Я думал, так скажете. Вот, если посмотреть, да, исторически, то мы можем очень много скаутов видеть сегодня и на телевидении, и в политике. Например, экс-председатель ООН, это член скаутского движения. Актеры, Леонардо Ди Каприо, там очень многих людей мы можем видеть. Практически все президенты США прошли через скаутское движение. Билл Гейтс. Но, к сожалению, нам пока еще с нашей 27-летней историей не удалось вырастить своих Билл Гейтсов, но мы к этому стремимся. Ну, я думаю, это скоро произойдет. А куда? Вот назовите, куда вот приходить этим ребятам, чтобы они тренировались, смотрели? Вот куда это идти? Как называется? Где? В данный момент у нас действует замечательный скаутский клуб, так и называется он Scout Club. Туда можно прийти, узнать всю информацию, записать ребенка на секцию, да, он может ходить на скаутские занятия. Так и мы проводим всевозможные мероприятия. Это при школах, скаутские лагеря в летнее, в каникулярное время. А со скольки лет можно? С 7 лет и неограниченно можно стать скаутом. Круто, круто. Если вы когда-то увидите меня вот в таком классном прикиде, значит, я в теме. Да. Поэтому приходите, становитесь скаутами, это очень-очень круто. Вы сегодня тоже в номинации каких-то участвуете, или вы сегодня просто гость? Гость мне делегировали полномочия. Это мой родственник, он в Алмате. Он любитель путешествий. Ну и вот он по нашей стране и за рубежом. Топ-5 мест для вас в Казахстане, которые нужно посетить туристам. Что вы можете назвать? Боровое, наверное. Вот, здесь тоже. Баянаул. Алматинская область, вы знаете, у нас Вот очень красивые чего. места, очень красивые. Восточно-Казахстанская область особенно. Это у нас Горный Алтай. Красивые места. У нас Да, очень много красивых мест.
я бы сказал, надо путешествовать подольше и подальше. Сейчас и на телевидении есть вот всякие travel-шоу, и есть travel-блоги в интернете. Вам где больше нравится наблюдать, на телевизоре или в интернете? В интернете больше, мне кажется. Там просто легкость, может, какая-то, или из-за чего? Да. Ну, как это, там же не профессионалы в основном блогеры, есть какие-то самоучки, Да, как да. от себя, вот, которые говорят, интересно. Заморочились прям, да, смотри? Кстати, на мне не зря этот свитшот. Дело не в том, что мне его подарили Худалар, и как бы я Булат, если не надену. Дело в том, что ребята придумали крутую тему, она называется «Meet Казах». Что это значит? Познавай нашу страну через наш народ. Очень прикольная тема, ссылка вот здесь. Топ-5 мест для вас. Туркестан, Шымкент, Боровое, Мангостау и Восточно-Казахстанская область. Туркестан, Шымкент, Алматинская область, О. Кокшетау и Мангостау. Сегодня, кстати, необычная номинация есть, знаете, да? Категория 5 звезд есть номинации, категория 4 звезды, 3 звезды, лучшие экскурсоводы. И также есть кто больше всех своровал в отеле тапочек. Будете участвовать в этой номинации? Воровали когда-нибудь тапочки? Нет? Не было такого. А вы? Да ладно, ни разу, что ли? Хотя бы шампунь. Вот эти маленькие. Ну, хоть раз. Нет, Честно. честно. Ну ладно. Не знаю, это честно или нет, но мы желаем вам удачи, чтобы сегодня мероприятие прошло круто. Будете искренне аплодировать сегодня? Да. Все, хорошо, спасибо вам, удачи. Да, вот, приветствую. Очень холодно вообще в столице. Это ты первое, с чего ты хотел начать. Теплое место, которое я увидел, сверкает, это вот на Мат-Сити Холл. Зашел погреться, а здесь, оказывается, церемония в области туризма. Некий такой Оскар для нашего туризма. Это Да. круто. Решил поучаствовать, хорошо, хоть всегда в пиджаке хожу. Вы раньше делали очень классный скетч, он назывался «Жерда Маржерова». Да. Это же тоже было по-своему развитие какого-то туризма, юмористического какого-то туризма, чтобы... Между прочим, эта рубрика пользовалась вообще очень бешеной популярностью. Вот мы приезжаем в какой-то город, и сразу таксисты: «О, Жерда Маржерова, Пошкель-Нздер». Топ-5 мест в Казахстане. Боровое, Актау, вообще все побережье, да, Каспийского моря. Этот Куршавель нельзя назвать, да? Ну, Куршевель, видишь, это, там казахов много, но пока нам не принадлежит он. Чимбулак, Алмата, ну и Нур-Султан. Кто больше всех наворовал тапочек и шампуней в отеле? Хоть раз было такое? Не, ну в смысле наворовал? Это входит в стоимость проживания номера, поэтому нормально. Какая разница? Я до сих пор так делаю, скажи. Не, ну есть тапочки красивые. Приглашайте всех своих друзей из-за рубежа сюда, к нам в Казахстан. Здесь вот так вот. Сегодня, необычное мероприятие. Очень интересно, она проходит уже второй раз. Вы были в прошлом году? Нет, я первый раз. Как вам сейчас на данный момент? Все нравится, устраивает? Конечно, все устраивает. Интересно, такие мероприятия надо проводить. Развитие туризма – это один из приоритетов развития нашего 100%. государства. Поэтому, естественно, это не может не радовать нас. Сегодня вы участвуете в каких-то номинациях? Нет, я приглашенный гость, мы являемся одним из спонсоров. А вот если откроется отель имени Назарбаева в Астане, есть университет, есть аэропорт, если отель откроется, сколько у него звезд будет? Конечно, 5. Мне кажется, 12 даже. Возможно, если есть такая номинация, вернее, градация. Ты сегодня участвуешь в номинации отелей категории 4 звезды. Тогда вопрос такой, сегодня будет новая номинация. Кто больше всего наворовал тапочек и шампуней из отеля? В вашем отеле часто такое происходило? Да, часто происходит. Халаты там и Это отельская романтика, можно сказать, такое. Часто пропадают, забирают, но если персонал смотрит тщательно, тогда ничего не пропадает. Сегодня как, настрой на победу? Ну, конечно, мы на протяжении всего конкурса лидировали, поэтому, думаю, сегодня мы должны что-то занять, что-то взять. Только что поделились и сказали, что ты занимаешься именно лагерями. Да, туристский лагерь. То есть это для кого? Для детей больше? В основном, да, там есть вожатые, которые, очевидно, постарше возраста, но это лагерь детский, называется рейнджеры. Мы проходим несколько сотен километров, то есть это лагерь с палатками. Ребенок, который абсолютно ничего не умеет, может самостоятельно после лагеря уже зажечь костер, самостоятельно поставить палатку, может... А если пройти взрослый человек ничего не умеет? Вот, допустим, я приду, вы меня научите? Я думаю, что мы можем что-нибудь придумать, да. Но в целом ребенок, он именно учится в условиях коммуникации с другими детьми, то есть это очень важно правильно подобрать. А так как все там
ребята, которые настроены на такой личностный рост, то там это очень интересно. Круто. А сегодня ты участвуешь в какой-то номинации? Да, мы номинанты. Я надеюсь, что благодаря таким мероприятиям, таких лагерей, таких, в принципе, мест, где ребенок сможет личностно развиваться, будет больше. 100%. Что мы поняли из этого выпуска? Туризм в Казахстане есть, и это очень важный и интересный вопрос для деятелей этой сферы. Но никогда нельзя забывать профессиональную фразу, что туризм — это дело каждого. То есть ты, мой дорогой зритель, и я, мы всегда будем являться лицом нашей страны и нашего народа. И если мы станем туристически более образованы, то Казахстан обязательно станет одной из самых посещаемых стран мира в плане туризма. Путешествуйте по миру, но особенно по Казахстану. Что, поехали в Боровое на пару дней отдохнем, да?